Народ в Губау опять митингует. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что так возмутило людей. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана 14 мая прошел митинг. Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области пригрозила его организаторам делом о терроризме. Об этом сообщает Бамдот со ссылкой на выступление представителя ведомства Парвиза Арифзода на местном телевидении. По словам Арифзода, прошедший митинг – это незаконная акции, а ее организаторами выступили Мамат Бакиров, Мухиддин Кабири и Алим Шерзамонов, чтобы подорвать безопасность страны. В прокуратуре заверили, что власти будут рассматривать эти действия как терроризм и отреагируют на них соответственно. Арифзода отметил, что если Мамат Бакиров и его сторонники будут пытаться организовать новые протесты, власти будут жестко пресекать эти попытки как террористический акт. Ситуация в Горном Бадахшане усложнилась в последние дни после того, как суд приговорил активиста Амридина Алаватшоева к 18 годам колонии и бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева к 8,5 годам лишения свободы. Алаватшоеву предъявили обвинения в захвате заложника, незаконном лишении свободы и других действиях преступного характера, но конкретных статей Уголовного кодекса власти не назвали. Боец ММА Чоршанбиев был задержан в Душанбе 31 декабря прошлого года после депортации из России. Первоначально власти обвинили его в возбуждении национальной и религиозной розни и призывах к свержению правительства. Позднее первое обвинение было снято. 14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзанабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, снятие всех блокпостов в Хороге и прекращение преследования жителей Бадахшана. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбидина Зиобекова, освобождении Амридина Алаватшоева, Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов. Протестующие утверждали, что если их требования не будут выполнены, то они вновь соберутся на акцию протеста. Как вы относитесь к такой ситуации в Губау? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А глава Таджикистана Эмомали Рахмон 16 мая прибыл в Москву на саммит стран-членов ОДКБ, и он уже встретился с президентом России Владимиром Путиным. Мы с вами совсем недавно по телефону разговаривали о ситуации в регионе, и она остается сложной. Мне очень интересно узнать ваше мнение о том, что нужно сделать в ближайшее время для того, чтобы укрепить нашу безопасность на этом направлении. Цитируются слова Путина на президентском сайте. Между тем, пока Рахмон находился в Москве, ситуация в самом Таджикистане, где размещена 201-я российская военная база, постепенно усложняется, так как 16 мая в Хороге, в столице Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной на востоке Таджикистана, должен был состояться всепомирский протестный митинг. В городе была видна бронетехника подразделений местного МВД. Блокпосты усилены личным составом. Начинаются массовые протесты населения и акции неповиновения до тех пор, пока власти не услышат требования народа, сообщают источники из Хорога. То есть власть действительно готовится к тому, что люди будут в ближайшее время протестовать и очень активно. Как вы относитесь к тому, что наш президент улетел из страны на фоне того, что происходит у нас, и ситуация накаляется еще и на границе с Афганистаном? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Как вы относитесь к тому, что наша власть не делает никаких заявлений и вообще никак не реагирует? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!